Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В марте 2023 года на одном из заседаний Совета безопасности Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов распорядился искоренить близкое родство в силовых структурах. В органах развернулась масштабная чистка кадров, а вскоре все силовые министры отчитались об исполнении распоряжения. Однако, по информации источников Turkmen News, осталось немало тех, кому удалось обойти этот запрет. Вот примеры. Ильяс Мурат Атанов работает старшим оперативником в 3-м управлении Министерства национальной безопасности, а его родной брат Сайлав Мурат – действующий сотрудник таможни. Майор Сердар Бегмурадов занимает пост заместителя командующего силами ПВО в Минобороны, а его сестра Гунча работает в военкомате Тактабазарского Этрапского военного комиссариата Марийского вилаята. Байназар Абдалов возглавляет один из отделов управления полиции Ахалского вилаята, а его брат Шаназар является оперуполномоченным уголовного розыска в отделе полиции Этрапа АКДП Дашагузского вилаята. Или вот еще, Аманиязов Полат состоит в должности эксперта сектора криминологической экспертизы отдела полиции Дашагуза, а его сестра Майя Гозель является старшим офицером сектора по работе с несовершеннолетними в том же отделе. Сердар Отузов является прокурором-криминалистом следственного отдела прокуратуры Дашагузского вилаята, его сестра Айгозель специалист регистрационной палаты Министерства Адалат. И это лишь 5 примеров, причем из всех ведомств, входящих в состав Совета безопасности Туркменистана. А на самом деле их намного больше. Список удалось составить источникам Turkmen News, не имеющим никаких полномочий и возможности легально запрашивать информацию. Нет сомнений, что любая проверка компетентными органами выявит куда больше случаев. В чем же проблема? Почему членам одной семьи нельзя работать в одних и тех же или смежных силовых структурах? Дело в том, что это прямой путь к злоупотреблениям полномочиями и коррупции. Оба этих явления в Туркменистане нередки. Взять, к примеру, семью Атановых. Всего в ней 3 братьев. Самый влиятельный из них средний брат Ильяс Мурат, он занимает должность старшего оперативника в 3-м управлении Министерства национальной безопасности. Его младший брат Сайлав Мурат – действующий сотрудник таможни. Что сделает он первым делом, начнись в таможне какая-то антикоррупционная проверка? Правильно, наберет своему брату, но до этого вряд ли дойдет. Старший брат, имея доступ к подобной информации, сам предупредит младшего о грядущей проверке и подскажет, как себя вести. Конечно, это все гипотетически, но служебное положение Ильяс Мурата не раз помогало семье и на практике. Старший из братьев, Хыдыр Мурат, раньше тоже работал на таможне, но затем его оттуда уволили. Около полугода назад Ильяс Мурат устроил его по звонку тогдашнему хакиму Шамухамету Дурдылыеву в бухгалтерию хакимлика города Аркадак. По информации источника, в том самом хакимлике услужливый Дурдылыев распорядился вне очереди выделить Хыдыр Мурату еще и квартиру в новом городе. Кстати, в администрации Аркадага, по словам того же сотрудника, вообще подозрительно много родственников силовиков. Большое влияние некогда имел и отец братьев, а ныне пенсионер Гутлы Мурат Атанов. Он всю жизнь проработал в судебной системе Туркменистана. В далеком уже 1998 году он переместился с поста председателя Тидженского Этрапского суда на идентичный пост в суде всего Дашагузского вилаята. В 2002 году его отправили судьей в Безмиинский Этрап, оттуда в 2007 председателем Каахкинского Этрапского суда. Завершил он свою карьеру в самом конце 2013 года, освободив должность заместителя председателя Копетдагского Этрапского суда Ашхабада. Все остальные примеры, возможно, выглядят на первый взгляд довольно невинно. Но, например, если сотрудница районного военкомата Гунча Бегмурадова допустит какие-то нарушения или просто будет плохо работать, сможет ли военком ее уволить при брате, занимающем высокий пост в центральном аппарате Минобороны? В Туркменистане это маловероятно. Или вот криминалист Полат Аманиязов, который может подписать любое заключение, если сестра его об этом попросит, или если через нее же кто-то из родителей несовершеннолетних подозреваемых передаст ему взятку. Никто не утверждает, что Полат действительно так поступает, но риски в туркменских условиях слишком велики. Источники полагают, что президент хорошо знает страну и неспроста ввел новые правила. В Туркменистане настолько высок уровень коррупции и кумовства, что любые семейные связи в столь могущественных структурах используются в ущерб справедливости. Даже если сам сотрудник не особо склонен к злоупотреблениям,
все равно высока вероятность, что другие члены семьи вынудят его позаботиться о родственнике. Представим, что кто-то насмерть сбил человека и ищет возможность избежать наказания, поясняет источник. Если этот кто-то просто найдет коррумпированного сотрудника МВД, а тот закроет дело, то это нарушение может быть выявлено прокуратурой. Но если ему удастся отыскать двух братьев, один из которых работает в МВД, а другой в прокуратуре. Еще возможный вариант. Сотрудник дорожной полиции незаконно отправил на штрафстоянку чью-то машину, но автовладелец оказался принципиальным и не стал давать взятку, а начал писать жалобы во все инстанции. Если брат того сотрудника работает в уголовном розыске или отделе по борьбе с наркотиками, то большая вероятность того, что жалобщика вызовут на беседу и пригрозят найти у него в кармане трамадол, чем заставят отказаться от любых претензий. Пока сохраняется возможность ставить на высокие или выгодные посты близких родственников, до тех пор будет сложным карьерное продвижение талантливых сотрудников, не имеющих нужных связей. Для многих руководителей важнее пристроить брата-сестру племянника или зятя, нежели поставить на пост человека, который по образованию или опыту больше подошел бы для этой работы. Глава государства, сменивший в 22 году на посту президента своего отца, Гурбангулы Бердымухамедова, не понаслышке знает о вреде родства, наносящем ущерб обществу. Он пытается противодействовать и собственным родственникам. Уволил свою тетю Гульнабад Давлетову с поста генерального директора Национального общества Красного полумесяца Туркменистана. А многочисленных двоюродных братьев и мужей своих кузин за объективные косяки лишает возможности строить карьеру, отдыхать и путешествовать. Но среди членов большой семьи по-прежнему есть кумовство. Например, директором единственного оператора сотовой связи Туркменистана является родственник президента. В этой же сфере имеются многочисленные случаи нарушений и злоупотреблений, когда красивые телефонные номера открыто продаются по космическим ценам в обход кассы. Глядя на этот пример, не стоит удивляться, что и другие граждане ищут способы обзавестись и воспользоваться выгодными семейными связями. У вас есть новость, которой вы готовы поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную безопасность.